Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. 1000 доз вакцины для тех, кто в группе риска. Вакцинация будет проходить по месту работы, мобильными бригадами из поликлиник. Будет ли вакцинация от ковида добровольной, и когда начнут делать первые прививки, выяснила Юлия Гоголева. Долгожданные долгострои. Как говорится, обещанного 3 года ждут. Мы примерно столько и ждали. Сколько семей сегодня получили ключи от новых квартир, расскажет Рамиль Галиулян. Сделал и полетел. Когда желание у человека есть, Вселенная же помогает. Как у жителя башкирской деревни получилось собрать вертолет, узнал Дмитрий Аринин. Невеста из Сибири, жених из Казани. Вот эти предметы, вот эти чашки, кумганы, это все домашние предметы, которые люди пользовались в 19 веке. На татарской свадьбе 19 века побывала Лилия Кашфарова. За сутки в Татарстане подтверждены еще 3 случая смерти от коронавируса. Все 3 умерших – мужчины 77, 63 и 55 лет. Таким образом, от ковид в республике умерли 144 человека. По сообщению оперативного штаба, сегодня зафиксировано 86 новых случаев заболевания. 8 человек госпитализированы. 56 инфицированных в Казани, 10 в Челнах, 12 в Нижнекамске. В России за сутки зафиксировано 27 403 случая. Почти 7 тысяч из них в Москве. Около 4000 человек заболели в Санкт-Петербурге, 496 в Нижегородской области. В Саратовской 259 новых случаев, в Башкортостане 144. Почти столько же в Чувашии, 125 заболевших. Меньше всех инфицированных за сутки в Мариэл, здесь данные о 49 заболевших. Ресторанам разрешили работать до 3 утра в новогоднюю ночь, а медикам в числе первых сделают прививку от ковид. Первые 1000 доз вакцины «Спутник В» поступят в Татарстан уже на следующей неделе. Об этом сегодня рассказал заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков. Прокомментировали специалисты и недавние случаи гибели казанского предпринимателя от малярии. Это первый подобный случай за 2 года. Юлия Гоголева обо всем по порядку. Весть о том, что в новогоднюю ночь веселиться в ресторанах и кафе можно будет до утра, стала для них лучшим подарком. Желающих отметить праздник вне дома и раньше было немало. Теперь, когда объявили о послаблениях, повсюду началось бронирование. В Москве и Санкт-Петербурге, напомним, заведения общепита обязаны закрыться на 4 дня с 30 декабря до 3 января. В Татарстане по просьбе Ассоциации рестораторов режим работы продлили. Мы очень счастливы, что наконец-то стало известно, как мы будем работать в новогоднюю ночь. Нам звонят, уже бронируют из других городов, с Москвы, из Питера. Но антиковидные правила никто не отменял. Антимикробные лампы в каждой зоне, одноразовое меню, маски. Ситуация по коронавирусу в Татарстане хоть и под контролем, но все же сложная. Помощь идет. На следующей неделе в Татарстан прибудет первая партия вакцины «Спутник В». Пока 1000 доз. Сначала прививки сделают работникам больниц и поликлиник. Подготовлены и холодильники, и морозильные камеры, температурные коридоры для хранения этой вакцины минус 18 градусов. Препараты будут доставлять спецтранспортом, где будет также необходимый температурный режим сохраняться. Но, в общем-то, мы планируем задействовать порядка 40 медицинских учреждений в этом процессе. Напомним, вакцинировать будут тех, кто не старше 60 лет, не имеет хронических заболеваний и не делал других прививок в течение месяца. С момента простуды должно также пройти не менее 2 недель. Как заявили сегодня в Минздраве, прививать врачей и медсестер от коронавируса будут добровольно по месту работы. Причем каждому перед этим сделают ПЦР-тест и тест на антитела к ковиду. Если они обнаружатся, прививку делать не будут. Говорили сегодня и о другой опасной болезни – малярии. 29 ноября от нее скончался житель Казани. Он отдыхал на Занзибаре. Они поехали на сафари, пошел сильный проливной дождь. И вот по этой причине они не смогли вернуться в то место пребывания, в тот отель, где они проживали. Развели костер, ночевали, получается, в открытой пустыне. И отметили, что было большое количество кровососущих насекомых комаров. Сегодня врачи напомнили, выбирая путевки, нужно изучить эпидобстановку в регионе. Туристические компании должны предупреждать о риске инфицирования теми или иными инфекциями в тех или иных странах. То есть есть известные эти страны, где отмечается высокий уровень заболеваемости
по малярии, по другим тропическим инфекциям. В инфекционной больнице Казани от малярии сейчас лечится и еще один казанец, вернувшийся из Занзибара. Врачи напоминают, заболевание коварное и прививки от него не существует. Поэтому во время отдыха в тропиках следует быть осторожными, пользоваться репеллентами и контролировать, чтобы на окнах в номере были сетки. А при любом повышении температуры немедленно обратиться к врачу. Юлия Гоголева, Ринат Сафин, Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. 31 декабря в Татарстане объявлено выходным днем. Такое распоряжение подписал Рустам Минниханов. В распоряжении президента говорится, 31 декабря выходной у лиц, замещающих госдолжности, и у лиц, замещающих в исполнительных органах власти должности государственной и гражданской службы. Муниципалитетам и госорганам, не относящимся к исполнительной власти республики, а также организациям, рекомендуется принять соответствующий рабочий график. Рабочий день переносится на субботу, 26 декабря. Для тех, кто на передовой, сегодня Нижнекамск нефтехим передал районным медикам автомобили для выездов к пациентам. 2 машины получила Нижнекамская ЦРБ. Ежедневно врачи этой больницы обслуживают до 350 вызовов на дому. И того транспорта, что есть, не хватает. Автомобили должны помочь как медикам, так и волонтерам, которые в эти дни доставляют бесплатные лекарства больным коронавирусом. Добавим, что это не первая помощь Нижнекамск нефтехима районной больницы. В этом году компания передала утилизатор опасных медицинских отходов и закупила новое оборудование. Финансовая помощь для ЦРБ составила больше 140 миллионов рублей. Это неоценимая помощь, без которой наш город, наши граждане не могли бы получить ту помощь и не могли бы мы, скажем так, держать ситуацию под контролем. Из обманутых в счастливые. Сегодня дольщики жилого комплекса «Яшлек» в Пестричинском районе наконец-то заехали в свои квартиры. Здесь сдали 2 проблемных дома. Их строительство началось еще 5 лет назад, но из-за обанкротившегося застройщика компании «Стройком» работы заморозили. Завершать объекты пришлось другой фирме. Всего в этом году в Татарстане удалось достроить 6 проблемных долевых домов. Сколько еще предстоит, Рамиль Галиуллин. Вот светлая просторная комната, 17 квадратов. Ленар Сафиуллин – один из счастливчиков, кто получил ключи от долгожданной квартиры. Этого момента он ждал с 2016 года. Сейчас думает, как обставить свою однушку. До этого приходилось буквально кочевать с одного жилья на другое. До этого я жил вообще в общежитии, потом жил у девушки, у друзей, в общем. Это моя первая квартира. С обещанного 3 года ждут. Мы примерно столько и ждали. Давайте еще и попьем. Свою квартиру дождалась и Гульназ Денисова. Новоселье отмечает с родственниками. Не нарадуется, что хождения по мукам наконец закончились. Не верится, когда даже строили, не верила. Очень ждала новостей. Новоселье сегодня в 2 домах комплекса «Яшлек». Ключи получили сразу 40 семей. Сегодняшние сданные дома – последние из 6 проблемных жилого комплекса «Яшлек». 4 предыдущих достроили и ввели в эксплуатацию еще в прошлом году. Тогда новоселье отметили больше 100 семей. Строительство объектов началось в 2015 году компанией «Стройком», но блин оказался комом. Сдать дома собирались в 2017-м, однако сроки неоднократно переносились. Из-за банкротства фирмы работы были заморожены. Ситуацию на контроль взяли в правительстве республики. Год назад здесь появилась компания «Бриз». Она приняла дом на стадии 1-го этажа. По обследованию было признано неработоспособным. В связи с этим был осуществлен полный демонтаж 1-го этажа, и были результаты негативные. И по тех обследованиям, которые приходилось переделать, это же хуже всего, доделать и догонять. Строительство домов возобновилось благодаря республиканской программе поддержки дольщиков. Для завершения этих объектов применили так называемый механизм создания жилищно-строительных кооперативов. Президент Рустам Минниханов в 2019 году принял решение о выделении земельных участков без аукциона тем компаниям, которые возьмутся за проблемные дома. На данном земельном участке еще, видите, достроились еще дополнительные дома. Инвестор в лице «Бриза» достраивал также 13 и 14 дом. То есть, по сути, 13 и 14 дом достроился за счет средств самого земельного участка, который был передан жилищно-строительному кооперативу. Всего за год в республике достроили и сдали 6 проблемных домов. Термин «обманутые дольщики» в Татарстане должен исчезнуть в 2021-м. Мы имеем 15 объектов, 2980 дольщиков, которые надо будет решить до конца 2021 года. Около 9 миллиардов оценивается стоимость завершения всех домов оставшихся.
Но по каждому дому мы имеем представление, где и откуда какие источники финансирования будут. Следующий на очереди – дом в ЖК МЧС-2 в Казани и один объект на улице Тысячелетия в Елабуге. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Пестричинский район. Председателем Федерации профсоюзов Татарстана на новый срок избрана Елена Кузьмичева. Эту должность она занимала с 2018 года. Такое решение сегодня приняли на 28-й отчетно-выборной конференции организации. В ней приняли участие Рустам Минниханов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Как отметили, сейчас в Татарстане почти 800 тысяч членов профсоюзов. Республиканская федерация входит в тройку лучших страны. Отметим, что в этом году профсоюзное движение России отмечает двойной юбилей – 115 лет с момента создания и 30 лет в новейшей истории. В республике сформирован достаточно эффективный механизм защиты прав и интересов работников. Профсоюзы всегда адекватно реагировали на вызовы времени. Вы остаетесь главными защитниками идеи трудовой солидарности и взаимопомощи. Это результат слаженной работы в республике и профсоюзов, и работодателей, и руководства республики. И только так можно строить и строится сильное общество, сильный регион, сильная республика. И я уверен, что так же будет продолжаться и в дальнейшем. Из значимых достижений профсоюзов сегодня отметили, после выездных проверок на предприятиях устраняется более 90% нарушений. В организациях, где есть профсоюзы, травматизм за последние годы сократился в 2 раза. Актуальными и новыми задачами, связанными с пандемией, сегодня назвали обеспечение безопасности на рабочих местах, борьба с серым рынком труда и решение вопросов, связанных с удаленной работой. Там, где профсоюзные организации действуют активно, ответственно, коммуникация между трудовыми коллективами и работодателями приобретает устойчивый характер. Результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха. Именно к таким результатам мы должны стремиться. В Казанском инновационном университете стартовал первый день финала межвузовского национального чемпионата WorldSkills. В компетенциях туризм, туроператорская деятельность и администрирование отелей свои проекты защищают 5 лучших студентов со всей России. Впервые молодые профессионалы показывают мастерство не на общей площадке в Москве, а дома в онлайн-формате. С кадрами будущего встретилась Наталья Мезина. Прекрасно. Можно будет ваш паспорт, пожалуйста? Администратор отеля, стойка регистрации, паспорт – все настоящее, а вот гости виртуальные. Это компетенция администрирования отеля в новых реалиях пандемии. Финалистка межвузовского чемпионата WorldSkills Айгуль Гаязова признается, участвовать в онлайн-формате труднее в разы. Ты не видишь человека, его эмоций, хоть и актеры пытаются как-то показать эмоции своим голосом, но в любом случае легче было бы в очном формате. Следующая готовится команда номер 4. Прямо сейчас мы находимся в Казанском инновационном университете. Сегодня здесь стартовала защита проектов по компетенции туроператорская деятельность. Как видите, на площадке нет людей, но есть камеры. Все потому, что впервые в этом году чемпионат проходит онлайн. Поэтому у стола участников непривычно пусто, нет оценивающих экспертов. Жюри из разных регионов следит и оценивает конкурсантов по видеокамерам. Конечно, мы мечтали поехать в Москву, потому что девочки-победительницы. Но здесь есть свои плюсы. То, что мы дома, родные стены, они помогают. В январе с 13 числа после новогодних праздников Красноярск и Владивосток. Родные стены помогают и справиться с волнением. Марина Лысенкова из Челнов видит себя только в профессии стюардессы. И уже сейчас студентка знает, как воплотить мечту каждого путешественника. Надо встать на место туриста, придумать то, что может затронуть сердце любого. И все же пандемия сыграла на руку. Российский финал на удаленке стал самым масштабным за всю историю мирового движения рабочих профессий. Это почти 500 студентов со всей России, от Дальнего Востока до Екатеринбурга. Победители регионального этапа станут известны в воскресенье. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Почему Казанский пороховой завод участил испытания, а жители начали жаловаться на здоровье? Читайте в интернет-газете «Реальное время».
Рустам Минниханов сегодня провел совещание по организации в 2025 году в Казани чемпионата по водным видам спорта. В режиме видеосвязи участие во встрече приняли министр спорта России Олег Матыцин и исполнительный директор Международной федерации плавания Корнель Маркулеску. Обсудили подготовку спортивных объектов, размещение спортсменов и делегаций, обеспечение безопасности турнира. Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Казани во второй раз. Впервые столица республики принимала эти соревнования в 2015 году. Сегодня в Казанской ратуше Фарид Мухаммедшин в честь профессионального праздника вручил награды юристам республики. Лауреатами премий имени Шершеневича, имени Державина и звания «Юрист года» получили 20 специалистов. В различных номинациях дипломы и почетные звания получили нотариусы, судьи, профессора, адвокаты и сотрудники правоохранительных органов. Как отметил Фарид Мухаммедшин, профессиональные юристы востребованы и нужны во всех сферах деятельности. Мне приятно, благодаря вас за работу, сказать, что в республике, в отличие от многих других субъектов, у нас государственное двуязычие на русском, татарском государственных языках. Эта работа успешно проводится и юридическим сообществом. Люди могут получить такую помощь на своем родном, мамином языке, без переводчика, без суфлера. Как преподаватель я должна сказать, что нужно хорошо учиться прежде всего для того, чтобы быть хорошим юристом. Ну и, наверное, да, быть терпимым к людям, стараться помогать людям, слышать людей. Когда мой сын поступал в университет, и на вопрос, кем работает его мама, он ответил: а мама помогает людям. Так вот, сегодня для меня это очень высокая оценка моей работы, моей помощи людям, жителям Республики Татарстан. Сегодня в Кремле награждали победителей и номинантов творческих конкурсов по антикоррупции. Прошел он среди школьников и студентов профтехникумов и лицеев. Участие приняли почти 500 человек. 70 из них вошли в список победителей. Как выглядит коррупция в рисунках ИССР, расскажет Алия Хайрудинова. Коррупция везде, в каждом городе, стране играет в темную игру, на чьей-то стороне. Никита Неганов учится в 3 классе, мечтает стать бизнесменом и совсем не по-детски понимает, как коррупция может помешать ему реализовать свои идеи. Коррупция – это очень плохо, она разрушает бизнес, работу и жизнь людей. Никита Неганов – один из 70 победителей республиканского конкурса по антикоррупции. Кто-то готовил видеоролик, кто-то рисовал плакаты. Эмиль Миннезянов выбрал аппликации. Образ борьбы с коррупцией передал через паровозик, где в каждом вагоне честно распределенный бюджет. Деньги должны делиться поровну, все должно быть честно. На школу, на больницу, бабушкам и дедушкам. Опалар, sizga deshem. Ильмир Гатауллин коррупционерам посвятил сочинение. Главный образ – руки, которые так и норовят получить взятку. Молодежь сейчас очень развитая. Они должны понимать, что есть хорошо, а что есть плохо. На один из самых творческих конкурсов в республике в этом году поступило 487 работ. Ребята вот с их молодым креативом и задором хорошо подошли к этой задаче и смогли сделать просто, можно сказать, шедевры антикоррупционного искусства. По всем направлениям мы данный конкурс сохраняем. Надеемся, что на будущий год у нас дети еще больше принимать участие. Хочется, чтобы и содержание должно быть более связано с реальной жизнью. Темные оттенки, герои стихов Джанни Родари, известный всем сеньор Помидор, черные руки и толстые кошельки. Образы коррупции разные, порой знакомые с малых лет. Победителям обещали, что их работы обязательно будут использовать как наглядный материал по всей республике. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Первый Вики-марафон, посвященный республике, стартует 15 декабря 2020 года. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в Татар-Информ. Для того, чтобы принять участие, достаточно написать текст, рассказывающий о туристических объектах и достопримечательностях, культуре и истории Татарстана, и загрузить его на ресурс татарской Википедии. Адрес вы можете увидеть на экране. К участию приглашают каждого, кто пишет на татарском языке. А для того, чтобы войти в число победителей, необходимо представить 4 или более статьи. Призовой фонд конкурса 200 тысяч рублей. Организаторы – комиссия при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и представители татарской Википедии. Работы принимаются до 31 января 2021 года. Также скоро объявят и конкурс статей «Татар 4.0». Его старт запланирован на 21 февраля.
Национальные традиции, богатые обычаи и исторические костюмы. Предметы быта прошлой эпохи. Все это в одном хореографическом спектакле. В Казани готовят премьеру постановки «Туй», что в переводе означает «свадьба». Государственный ансамбль песни и танца задумал уникальное представление. Для этого пришлось изучить архивы, поднять документы и фотографии, шить 300 костюмов и заказать музыкальные инструменты даже из Казахстана. Все для того, чтобы детально передать дух татарского народа. В XIX веке браки по расчету. Отцы договорились, дети поженились. Она татарка из Сибири, он татарин из Казани. Неважно, где родился, мы один народ и у нас одни корни. По обычаю они встретятся на свадьбе, а до этого визит на историческую родину в Казань за приданным. Творчество кипит, творчество идет, развивается, мы тоже развиваемся, потому что это необходимо для нашего поколения, для молодого поколения. Это интересно, это обычай, традиции. Свадьба купеческая, дорогая, сшито 300 костюмов, за наряд до 70 тысяч рублей. На танцора по 15 пар сапог, а на руках подушки, самовары, ичиги, сундуки, платки. Свой оркестр, инструменты от местных и казахских мастеров. В основе сюжета свадьба купеческих детей. Чтобы создать эту постановку, собирали документы, рукописи и архивные записи. Все для того, чтобы как можно детальнее воссоздать национальный колорит. Изучали историю татар из разных регионов страны. Готовились 6 месяцев. Программа с веселыми танцами, песнями из 19 века. Вот эти предметы, вот эти чашки, кумганы, это все домашние предметы, которые люди пользовались в 19 веке. Обрядовые традиции, которые проводились во время церемонии никаха, во время свадьбы, о которых многие сейчас уже забыли. И я думаю, зрителям будет это очень интересно. Может быть, кто-то узнает что-то новое, кто-то вспомнит. Я замечаю эту девушку, одну девушку. Я не знал, что она вообще в Сибири. Я ее замечаю, она от меня отворачивается постоянно, я ей дарю этот браслет. В их любви детали и традиции, они у нас общие. Вот и сибирская татарка, и казанский татарин вместе создали свою счастливую историю и новую семью. В одном из архивов нашли интересное фото, где хозяева встречают гостей с самоваром на голове. Образ показался интересным, поэтому его взяли в сюжет. Чаепитие – одна из старейших традиций татарского народа, а чай – всему голова. Премьера в театре «Камала» 9 и 10 декабря. Показы прошли в Москве, Владимире, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Зрители смеялись, плакали, а где-то узнавали себя. Ведь здесь, на сцене, культурные ценности и традиции оживают спустя 100 лет. Лилия Кашфарова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. У реки Замбези новые жители. В Казанском зоопарке появились уникальные белые львы. Это два брата Крис и Каспер. Привезли животных лишь несколько дней назад. До этого представители семейства кошачьих выступали в цирке. Как братья привыкают к новому вольеру и что предпочитают на обед, расскажет Елена Веселова. Так Каспер зовет своего брата Крикса. Тот стесняется и не выходит к журналистам. Неразлучные с самого детства. Эти два 6-летних белых льва всю жизнь вместе. Родились они в крымском парке львов Тайган. Вместе выступали в цирке. Но в пандемию цирк расформировали. Львов выкупил Казанский зоопарк. Красивые, крупные. Вес каждого льва примерно 230 килограммов. Кушают они 6-7 килограмм говядины, сердце говяжье, печень, плюс витамины еще даем. Львы пока только обживаются в новом вольере. Для них и пол с подогревом, и специальная температура. Им здесь пока все непривычно, ведь в цирке жили в клетке. Работники зоопарка отмечают, в этом есть и свои плюсы. В плане работы они замечательны вообще. Поскольку цирковые животные привыкают работать на поощрение, то есть в плане куда-то их перегнать или просить что-то сделать, они любой кусочек там мяса или говяжьего сердца, они сделают все, что угодно. Подружились львы со своими соседями – гепардами, сервалами и львами обыкновенными. Две львицы с первого дня проявляют повышенный интерес, но личное знакомство невозможно. Виды разные, и их скрещивание недопустимо. Зоопарк за сохранение чистоты каждого вида. Крикс, иди сюда, малыш. Крикс. Белые львы уникальны. В мире их всего около 300 особей. Два представителя этого семейства кошачьих теперь будут радовать и татарстанцев. Елена Веселова, Алина Сысоева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
Как в сказке, житель Башкортостана Марсель Кутлубаев смастерил самодельный вертолет. Аппарат способен подниматься на высоту и преодолевать небольшие расстояния. На создание такой машины у умельца ушло около 12 лет. Его чудо техники очень похоже на то, что сотворил герой Андрея Миронова из сказки «Странствие». В какое путешествие и с кем мечтает отправиться реальный Орландо, узнал Дмитрий Аринин. Мечты детства теперь все по-взрослому. Металлический каркас, винты и двигатель. И главное, все вместе летает. Любовь к технике у Марселя Кутлубаева еще со школьных лет. Житель деревни Саид-Баба сначала мастерил велосипеды, мотоциклы, автомобиль, радиоэлектронику. Идея вертолета загорелась, когда увидел фильм «Черная акула». Для создания мини-аппарата в ход пошли запчасти от тех же мотоциклов. Знаний не было вообще. А как они появились потом, эти знания? Ну, потихоньку работая, появились. Ну, вот это вот здесь конструкция, как у детской игрушки. У Марселя диплом технологического техникума. Это значительно упростило дело. Помогали и соседи, и родные. У моего сына золотые руки. Он любое дело делает хорошо, за что бы ни брался. Сначала все продумает, а потом сделает. С детства занимался разными поделками. Начал строить вертолет. Своей мечты. Но спустя некоторое время он добился, летает. На то, чтобы самодельный аппарат стал летательным, ушло 12 лет. Вертолет Марселя Кутлубаева может подниматься в небо на 3 метра и пролететь несколько сот метров. Целый год, целое лето ушло на двигатель. Я почти, можно сказать, солнца и не видел в этот год. Когда желание у человека есть, Вселенная же помогает. Такой сказочный восторг ощутил и Марсель Кутлубаев, но счастье умельца еще не полное. Башкирский изобретатель хочет сделать свой аппарат более мощным, чтобы, как и герой Андрея Миронова, путешествовать в компании на большие расстояния. Был бы двухместная модель, можно было бы кого-нибудь посадить, покатать, чтобы тот человек что-то ощутил. Дмитрий Аринин, Милюша Латыпова, Рузель Имамов, ТНВ, Башкортостан. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Тизден. Yılның күтіп алынған вакыйгасы Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Грандиоз музыкаль чарадан син дә читтә калма. Хочется новые украшения и новую машину? Тогда в Яхант. Яхант – это традиционно огромный выбор ювелирных украшений и традиционный розыгрыш грандиозного подарка. Приходи, выбирай, покупай, и у тебя появится шанс выиграть автомобиль. Наши розыгрыши честны и прозрачны. Все в прямом эфире на ТВ. Яхант с заботой о вас. Что значит жить лучше? Мечта, которая превращается в цель. Цель, которая находит вдохновение. Вдохновение, которое переходит в ресурс. Ресурсы, которые становятся возможностью. Возможностью понять. Жизнь не черновик. Акбарсбанк. Живите лучше. Приглашаем вас провести новогодние каникулы в санатории «Ливадия» в Казани. Отдых на природе, оздоровительные процедуры и отличное настроение ждут вас. Родные места собрали в себе чистоту природы, современное производство и традиционные рецепты. Родные места. Природа традиций. В автоцентре «Марка» Nissan Тирана, Кашкай и X-Trail с выгодой до 249 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании «Татнефть». Курс на здоровье.
Datsun от 378 тысяч в автоцентре «Марка». Для тех, кто стремится к победе. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки. И на Чуйкова 54Б. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде поговорим после полезной информации. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево будет ясно, без осадков, холодно. Минус 11-12 градусов днем. Не прогнозируется снег в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. А морозы синоптики обещают, особенно крепче ночью, до минус 18. Морозная погода сохраняется в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Здесь ясно и без осадков, минус 12-13 градусов. В Арске, Кукмаре и Балтаси столбики термометров опустятся ниже 15-градусной отметки, но солнце будет радовать с утра. В Болгаре, Дрожжином и Буинске солнечно, но холодно, а ветра почти нет. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидается ясная и морозная погода, до минус 15, без осадков. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. В Казани пасмурно, без осадков. Ночью минус 16, днем около 14 мороза. Ветер южный слабый, атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%, магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.